В Санкт-Петербурге прошел открытый чемпионат России по танцевальному спорту. Это был очень крупный форум, на котором прошли всероссийские соревнования и международные. Так вот, там очень удачно выступили башкирские спортсмены. Давайте узнаем конкретные результаты. Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Римма Контусова, председатель Спортивной федерации танцевального спорта Республики Башкортостан. Римма Фаритовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в Санкт-Петербурге прошел огромнейший форум, который вместил в себя сразу несколько соревнований. Это были и всероссийский турнир, и международные соревнования. И наши спортсмены, я так понимаю, весьма неплохо выступили. Давайте расскажем поподробнее. Давайте, я добавлю еще один момент номинации. Это Кубок России, и он тоже прошел во многих возрастных категориях, и прошел тоже достаточно для нас неплохо. Но вперед вырвалась 4 взрослых пар в латиноамериканской программе, и с неизменным успехом, несмотря на то, что поменялась половинка у Старцева Николая, он стал во всероссийском соревновании по детям-2 первым в латиноамериканской программе, что для нас огромный успех и очень хороший результат, потому что первое место – это неоспоримо лучший результат в любой номинации, и возрастной, и категории проведения соревнований. Я правильно понимаю, что на всероссийском турнире среди детей, а это какой возраст? Это 11-12 лет. Извиняюсь, 10-11 лет – это такой переходной возраст, который, перейдя в 12 лет, уже станет юниорским. Он достаточно активно и хорошо выступает, и практически из тройки не выходит. Вот поменяв союз, он стал сразу первым в латиноамериканской программе. И для нас это, не могу сказать, открытие, потому что и раньше были хорошие результаты, но первый результат – это всегда самый лучший результат. Ребята, какой клуб представляют? Кто наставник? Клуб «Созвездие» представляют, они уже давно в этом клубе развиваются, растут. Светлана Викторовна Басюк, руководитель этого клуба. Как еще выступили другие пары? Понятно, что дети удачно. Среди взрослых, может быть, международные соревнования. Если международные, то кто еще принимал участие? В международном соревновании принимали участие азиатских стран. Это и Узбекистан, и Казахстан, и Таджикистан. То есть пар среднего вот этого блока географического очень много в международных соревнованиях. И, безусловно, огромное количество пар из Китая, которые были основными конкурентами российских пар. Как выступили наши ребята? Пара клуба «Уфа», руководители Хазиев Альберт и Хазиева Резида, заняли 14 место из стартующих около 700 пар, которые в начале старта принимали участие. И 12 место заняли брат с сестрой Старцев Игорь и Старцева Александра в категории Кубок России в латиноамериканской программе. И та и другая пара, успешно выступала в латиноамериканской программе. Кроме этого, у нас есть также, которые подпирают и с неизменным успехом либо опережают, либо остаются чуть дальше. Это феоктистов Никита Редреева Вера, Садыков Айнур и Доминева Эльза, которые тоже где-то в 50 топ-пар вошли в соревнования Кубок России по латиноамериканской программе. Вот, наверное, для дилетанта, для обывателя 12 место, 14 или вот вход в 50 кажутся не такими впечатляющими, но когда вы добавляете, что это среди 700 пар, то это как-то уже сразу приземляет, и сразу начинаешь понимать, что это очень неплохой результат. Я просто сейчас немножко, может быть, объясню. Дело в том, что у нас субъективный вид спорта. Это надо понимать. Нас секундами не замеришь, нас финишной лентой не замеришь. Мы соревнуемся очень-очень плотно. Буквально доли секунды. Кроме, например, я чуть-чуть могу посвятить, кроме основного судейского корпуса, у нас выходит дополнительные, специально для более, так скажем, ответственной, что ли, отчетности, для более лучшего результата каждой пары, поскольку зрелищный вид спорта, и так же, как фигурное катание, мы сегодня смотрим чемпионат России на экране, тогда, когда каждая долька, десятая, там, сотая долька играет роль. Вот у нас, когда выходят два блока, например, дополнительно судейского корпуса, один блок оценивает только музыкальность, другой блок оценивает только артистичность. Они тоже вносят какое-то пояснение вот в этот раздел от первого, пусть даже до 50-го места. Поверьте мне, я работаю в этой области порядка 45 лет сегодня с детьми разного возраста. Подготовить пару,
одеть, обуть, причесать, сделать красивый, стильный вид, образ с детей один – это немалые какие-то затраты, как душевные, эстетические, может, эмоциональные и так далее. И для того, чтобы пара в этом количестве от 300 до 700 пар прошла в следующий тур, а еще лучше до четверти, полуфинала и в финале первой стала, это неимоверные усилия тренеров, дизайнеров, стилистов, родителей, той же федерации, которая пытается так или иначе как-то, может быть, содействовать этому результату. Я в этом блоке судейства практически неизменно работаю сама, и я знаю, насколько сегодня, с одной стороны, достаточно неплохо пройти вперед, потому что у нас, и это нужно отдать должное президенту Российской Федерации Надежде Викторовне, у нас совершенно отсутствует, если раньше, когда-то давным-давно, я сейчас не буду говорить о цифрах, легко могло пройти договорное судейство. Легко. И кто лучше договаривался, у того пара и была выше. Сейчас это напрочь отсутствует. Мы, мало того, что принимаем самое серьезное участие в судейском корпусе, мы знаем все критерии судейства, мы постоянно образовываемся, мы постоянно аттестовываемся. Вот в конце вот этого большого чемпионата и спортивного форума Open Russian прошла аттестация спортивных судей всероссийской категории. Если были желающие первой спортивной категории, тоже могли принимать участие. И тест от 100 вопросов. Нужно минимум на 75 ответить правильно. Тогда ты имеешь право дальше работать в судейском корпусе. То есть любая пара, которая проходит через эти тернии и занимает, пусть даже вот из глубинки, из нашей федерации, 35-е, 15-е, 14-е, 12-е, тем более 1-е, поверьте мне, это очень весомый результат. Уж я-то знаю. Мне, как журналисту, конечно, из всего вашего ответа на вопрос больше всего заинтриговало, если раньше можно было очень легко договориться по результату, то сейчас это невозможно. Стало быть, судьи стали дорожить своей должностью, своим званием, и теперь просто так уже не договоришься. Слово «договоришься» вообще исчезло. Вообще исчезла из каких-либо наших вот этих общих, может быть, бесед, там, я не знаю, каких-то вопросов, каких-то, может быть, эмоциональных моментов. Оно вообще напрочь отсутствует. И, с одной стороны, есть небольшой казус. Потеря памяти у нас происходит. Мы раньше на цифрах очень хорошо тренировались, когда трехзначные, четырехзначные цифры какие-то коллеги называли. Сейчас это отпало, но это восполняется большим образовательным процессом. Мы очень много должны знать документов, причем знать достаточно точно. Никакие приблизительные ответы не принимаются в счет. При этом есть вопросы в тестах, которые достаточно, если так сказать, немножко с подковыркой. То есть вроде бы правильно вот так, а вроде бы и вот так правильно. А иногда на тестовый вопрос все 4 вопроса, все 4 ответа правильные, и тогда вот немножко начинаешь в своих знаниях сомневаться. И чтобы не сомневаться, если ты, не дай бог, не сдал, а если таковые, то ты идешь и дальше готовишься. Дальше изучаешь, дальше практикуешься, дальше учишься и так далее, и так далее. То есть сегодня судейская работа вышла, наверное, на один из первых планов в нашем танцевальном спорте. И действительно, каждый судья дорожит своим именем, своей категорией. И если он планирует повысить эту категорию, он должен быть просто безупречен. Римма Фаритовна, вы судите, по-прежнему получается выезжать? Получается очень плотно выезжать. И сужу в соседних регионах, и сужу, вот и в этом форуме я работал в Санкт-Петербурге, и сужу всероссийские соревнования, и сужу квалификационные соревнования, которые тоже очень внимательно отслеживаются как главным судьей соревнований, так и руководством нашей Всероссийской Федерации, которые не пропускают каких-либо недочетов, вплоть даже вот до дресс-кода. Когда мне отправили дресс-код из телевидения БСТ, я даже секунду не сомневалась, что такое классический дресс-код, потому что он у меня всегда готовый, через химчистку, через стиральную машинку, отглаженный, отутюженный, висит в гардеробной висит, и поэтому все отслеживается очень строго.
все от внешнего вида до умения работать именно на площадке, на самом соревновании. Римма Фаритовна, почему я спрашиваю о судейском опыте? Потому что вы сейчас руководитель Федерации танцевального спорта, 2-й год уже у руля, и какие-то нововведения. К чему вот сейчас пришли? Какой курс взяли? Я знаю, что очень много соревнований проводится, да, почти каждую неделю. Как сейчас планируете выстроить работу? Вот этот вот сейчас груз работы, который мы тянем, работаем, он достаточно серьезный. Безусловно, есть какие-то, ну, говоря бытовым языком, и проколы. То есть это обычная ежедневная работа, которая полагает как успех, так и, может быть, какие-то ошибки. То есть это есть, безусловно. Но очень плотный сегодня график соревнований у нас, еженедельный. И я вижу в этом некий, может быть, момент потери спортивности, потому что вот за эти 5 дней от турнира к турниру не всякий спортсмен может проработать свои ошибки на прошедшем соревновании, проанализировать эти ошибки, а самое главное их устранить. Очень короткий промежуток времени, мы в эту сторону будем работать. Сейчас мы очень плотно готовимся к официальным соревнованиям, чемпионатам и первенствам Республики Башкортостан 2025 года, которые пройдут 18-19 января. Мы понимаем, что у нас очень мало времени, потому что декабрь, он предновогодний месяц, а январь уже после новогодний месяц. И вот следующей неделе после праздников наши официальные соревнования, и поэтому, конечно, мы начали уже сегодня серьезную подготовку к этим соревнованиям, а дальше мы будем все-таки, наверное, немножко работать и в сторону вот этого плотного календаря. То есть тут надо думать, как не потерять спортивность. Мы не против такого количества соревнований. Это поддержка клубов, поддержка организаторов, поддержка спортсменов, которые не могут выезжать на большие форумы в силу какой-то финансовой ситуации или, может быть, еще любой другой ситуации. Не успели подготовиться, не успели переодеться, не успели в возраст другой прийти, программу поменять. То есть моментов для того, чтобы продумать, здесь удобнее или не здесь, достаточно большое количество. И те спортсмены, которые остаются в республике по определенным причинам, им, конечно, выходить на своей территории, ну, так скажем, наверное, где-то более комфортно. И те спортсмены, которые могут соревноваться, им больше нравится соревноваться на нашей территории, они имеют возможность по Башкирии переезжать. А те, которые готовы дальше более серьезные регионы посещать и более серьезные соревнования, они стабильно выезжают. Вот я говорила уже о 4 взрослых парах, которые уже сегодня поедут в всероссийские соревнования в Казань. Это будет следующая неделя, вот не эти выходные наступающие, а следующая неделя. И поедут в Люберцы в декабре тоже на всероссийский. Это вот 2 больших форума спортивных, которые у нас во Всероссийской Федерации пройдут планомерно. Римма Фаритовна, спасибо огромное, что пришли к нам в студию, поделились с нами новостями. Было очень много интересного. Надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся. Я тоже очень на это надеюсь. Поверьте мне, я сказала самую малую толику всей работы нашей Федерации по танцевальному спорту. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Напомню, это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.